Еще один задранок. Это, говорят, давно задавили. Кобылка молодая. Давно задавили. Вот друзья, подруги ходят вот. И всю зиму не приходили. Это так, капканы снимал. Приходил. Гань. Местный парень. Я думал, эти 4, которые там пересекли, пошли в эту сторону. Что-то здесь не перешли. Ну, маленько до туда проедусь, посмотрю, может, следы. Вот на этих лошадей, наверное, сейчас они зубы точат. Да. Интересно. Вообще всю зиму, говорит, не подходили. А так, у вороны, кого тут только нет. Ну, в основном вороны. Там подальше лесы след был. Так-то она сейчас начнет оттаивать. Это же солнечная сторона же. Могут прийти. Антазас. Это же на солнышке лежит, оттаивать будет хорошо. Вот. Только капкан поставил, сразу прибежали. Сложно тут работать, а везде вот так вот тебеневка лошадей. Там даже местами следы даже не разберешь, если порожь нету. По их тебеневке переходите. Один бы его знал, где ничего не. Видать, от туши запах идет. Им тоже интересно, они вспоминают подругу. С этого же табуна, наверное. Скорее всего, это они. Вот, ребят. Дальше стоит. А вот это самая такая. Видишь, боится. Храпит. Ну ничего, чего-нибудь не сделаем. Не беспокойся. Мой капкан только не вытащите, ладно? Там ее закопал. Блин, сейчас наступит еще. Да нет, так-то это капканы специально такие. Урал капканы, 5. Для лошадей они не опасны. Сразу это скидывает с копыт. Это. У них же гладкие копыта. И большие. Для лошадей не опасные. О, лошадки. Да, всю зиму страху натерпелись, поди, да? Ну, ничего. Ребята есть. Мы их научим, покажем, как что делать. Мотивированные. Орудие лова есть. Время есть. Желание за край. Оборонят вас. Кстати, насчет капкана. Вон под тем деревом мочевая точка была. Старая, уже засыпанная. Вот туда я воткнул капкан. Вон, в 2 метрах стоят, караулят. Надеюсь, нет. Но сейчас оттайка идет интенсивная. И вот воспользовался опытом российских друзей, как говорится. Пакет, говорит, засунули. Чует, что ли, капка? Пойдет, гадина. Отогнать. Давай отконю, наверное. Кильдиген. Вот здесь Ганя Макаров. Всю зиму лошадей своих кормит. Что-то их не видать тут.
Должен был приехать. Встретиться бы с ним, поговорить, пообщаться. Наши тут сено косили. Корабль конный. На всю зиму он тут живет. Натоптано, будь здоров. Ну, зайдем посмотрим, как люди живут. Все чистенько, прибрано, приготовлено. Аккуратно, ага, молодец. Вон они стоят. Молодцы, ребята. Хорошая избушка. Печка интересно сделана, да? Специально, чтобы воздух там гулял. Тут она сквозная. Видать, через нее проходит. Эту часть тоже нагревает. Конструкция, скажем так. Чтобы еду было быстрее приготовить, да? Чик-чик. Открыл, поставил. Молодцы, все продумано. Ничего лишнего. Чего нет. Так-то просторная, хорошая избушка. Круто. Молодец. Что-то ворон там курлычет. Это андатровая якусь. Андатровая якусь. И как в это время года добывают? Ну, скорее всего, там на озере эти вот разоренные кормовые хатки андатров были. Видать, туда пробьется, сидит, караулит. Так что ли добывать? Так получается, как же иначе. Так, напарник туда проехал. Он посюда поднялся. Значит, мне надо посюда. Молтилар набрать. Сразу, чтобы завтра поменьше работы было. Бегают гад. Ну вот точно. Следы андатри. Здесь от хвоста у него остается. Следы андатри. И вот ворон его поймал, по голове настучал, да съел. Здесь маленькое озерко. Видать, оно промерзло. И, как говорится, у этого грузуна безвыходное положение. И этим ворон воспользовался. Следы андатры. Рахтают. Так вот. Точно, андатры. Там ножка валялась, я еще удивился. Откуда, думаю, в это время года. Это и ворона. Ворон. О, даже их на этих хатках, когда промерзает, на хатках даже сверху уже видите, что он вылазит. Вылазит, обратно залазит, он подлетит и сидит, караулит. Тук по кумполу и вытащил. Ну вот они перешли. Четверо. Не сильно-то буранки боятся, да? Блин. Там что-то они... Может, там какая-нибудь
поищем, сейчас посмотрим. Андатру караулили-то. Да, вот раскопали. А бедный андатра вон поперл. Крутились туда. Вот одна совсем маленькая. Маленькая такая. На снегу аж держится. Вот это буквально вчера-позавчера были. И до этого они тоже тут были. 3-4 дня. Андатра вверх пошла этот след. Где-то, видать, там задавила. Схрумкала. О, тоже старые следы ихние. Всем кормятся, что не попадись. Вон у них там сколько. Ну сколько лошадей нашли, получается. 7 они это за раз задавили. Табун этот. Всех 7 их положили. Вместе с жеребцом. И вот тут одно. 8 лошадей тут в округе. В пределах 10 километров. Ну, напрямки 10 километров где-то. Не больше 10-15 километров валяются они, видишь. Все делают. Все, за андатрами охотятся. Все им надо. Там, такие говнюшка и метка вон на той траве. Поставил капкан. Говорили, буранки боятся. Шарятся только так по буранке. Нашему туда крутануться надо посмотреть, что-то это местность они любят. И лошадей тут что-то нет. Боятся, видать. Воют, наверное, тут кругом. Не приходят. Ладно. У нас там на берегу озера капкан. И тут петельку воткнули. Хорошо так стоит. Навижу ветер, может и упасть. Но может еще сколько-то простоит. Боженька. Пошли удачу, а? Они так будут наглеть. Лет 30 назад. Здесь я пастухом был, табунщиком был. Так-то вспоминается все равно. Это лаз, то лаз, та дорога. Все равно что-то помнится. А? Название, конечно, позабывал. Тут каждый урочич свое название имеет. Это позабывал, конечно, но основные помню. Ну вот, парочка с старыми следами. Вот. 4 следы. И вот эта одиночка пошла. Друг за дружкой ходят. Наохотились. На весну распались стаи. И видишь, гуляют по своим же следам. Ну что у них там? На этом мысу что-нибудь да там есть по-любому. Вот так вот заходит и все. Туда сходить здоровья нету, простите, пожалуйста. Тишина какая. Завтра может снежом будет. Ну хорошо, сильной оттайки нет. Капканы пока сколько-то полежат, вытаивать не будут. А насколько вчера, позавчера, послезавтра можно будет скататься, посмотреть. Может, круг-то тут придут.
где надавили. А так каждый день туда мотаться. Спугнуть можно. Какие озера, какие лазы, да. Тут же вообще волков не было. Когда-нибудь раз в десятилетие один пробежит. А сейчас вот видишь, кормовая база у них стала очень хорошая. Лошадей тут 3 раза больше стало, если не 4, чем во времена совхоза. Где-то 4 с лишним тысячи, что ли. Ну, я как-то такую цифру слышал. Кормовая база у них очень хорошая. Вот поэтому и размножились. Волчары — это местные волки. Местные волки. Уже местные. Ну а вот тут вот их 6 пошло. Интересно. Двое сюда, наверное, пошли. И еще эти следом. Наверное, 4 за мамкой с папкой бегают. Или что они там нашли еще. Блин. Слишком это лес такой, ну, чистый. Далеко пришлось сходить. Там далеко, почти 100 метров поставил петлю. Свежаком, блин. И там вот они по той этой вот так вот пробегали. Интересно. Это по лошадиным следам шарится. Выискивают себе легкую добычу. Так вот. Вон там это, на мысу тоже ихний след. Но как там поставить? Там вроде кустик помечали, но как-то не интенсивно. Других подходов нет. Сейчас по этой попробую спуститься вниз. Почему-то эти следы в ту сторону пошли. Здесь караселька в тесном месте, может, что дадут поставить. Вот по этой. Опасно. Вот по этому распадочку. Ну вот, что они топтятся, а? Вон же все истоптано. Вот, оттуда спустились. Тут что-то по тебеневке лошадиной шарились. И вот, все истоптали. Что им тут надо? Интересно. Блин. Скорее всего, знаете что? Это вот лошадей пугают. Кобыл пугают, а они скидывают жеребят. Вот так вот ходят следом, шугают. И это. Вот как росомаха там, сахатова гоняет, дикаря гоняет, домашних оленей также они. Яблылар. Вот такая же, по-моему, тут история. Вот, видишь, все истоптано. Лошадь пугает, короче. Лошадь скидывает, убегает. А не это, вон как будто что-то валялось. Ну вот, все истоптано. Интересно даже. Так. Все, наверное, домой дергать надо. Уже через час-полтора. Где-то километров 20-30. Вот избушки. Без фары, без ничего. Без фары, а снегоход этот. Доверенный мне братка без фары он. Будет тяжело добраться, а? Если тут заплутаю. 8 эху будет, ребят. Скажут, в Молдавской тайге не заблудился. А здесь, говорит, заблудился дома. Смеяться будут. Вот и все истоптано. Интересно, блин. Да, это этих подбирают. Пугают лошадей. Сволочь.
Сожрали копытного. Ну ладно, я там петлю поставил. Вторая петля. Бы рядышком капкан поставить, да? Все закончено, вряд ли вернутся. Но могут вернуться, не хрен делай. Вот тут рядышком петлю поставлю. Капкан поставлю, да и хватит, наверное. Вот тут на подходе. Там, где лопата прямо. Это тоже обработать нужно у нас. Уже все, орудия лова кончаются. А тут угадаю, нет? Косточки перемололи. Ладно, капкан поставил. Вон она на подходе. Там подальше метров сколько? 15-20. Петля. Вот тут вот метров 20 петля. Я и думаю, что они на этот мыс пересекли, туда поднялись и сюда спустились. Может, там у них, на этой чепуриге тоже что-нибудь есть. Где-то там ее найдешь сейчас. Вот туда, где-то в этой области. Метров 20. Отсюда и там еще метров 50 петля. Хорошо бы сюда поставить. Но ничего больше нету. Ну, волки такие. Средние. И один крупный. Ну, средний бегает. Крупный след там вот. Эти средненькие. Видать, по этим, по своим местам бегают. Где добывали. Вот этих-то отогнали мы их, получается. Смотри, что у них за экскремент. Я считаю, у них живот уже подводит, ага. Должны вернуться. Вернулись бы, там-то понаставлено. Будь здоров, должны остаться. Парочка другая, если не все. Третий день работы, четвертый. Ну, один день можно не считать. 4 дня работаем. Ладно, пойдем. Там на подходе тоже петлю, что ли, добавить, блин. Так-то вроде сделал, петель-то и петли-то есть. Брат должен вечером подскочить, привезет, может, что догадается. Вот тут они поймали косулю. Ну, давно тоже, правда. Все раскидали. Вот там мочевая точка. И вот тут петлю поставил, чуть подальше от нее. Там как по тропиночке пробегают кругов. Нога косули валяется. Так-то, видать, большая косуля вот. Нога большая. Косулька. Ладно, наверное, тебя сворачиваться надо. Вот так вот. 9-й по счету. Ложить. Да, все, я позабывал. А ничего. Сейчас до избушки до мужика должен доехать. По моим расчетам. Бензин бы не кончился. Ни капканов, ни петель. Все закончил по дороге. Крутануться по озеру посмотреть.
Скорее всего, беременная была. Опять косуля. Ну, давно приходили, где-то в феврале, наверное. Может, в конце января, феврале. Ну, раскопали, будет здорова. Ну, тут еще лиса бегает. Мошенничает. Там тропка-то очень хорошая. Вот тут и Кенарах-Самбара, ну, в двух местах выходит, там соединяется. И там, видать, в этой густоте чащобе лежали, грызли. Там тоже ноги, там шерсть валяется. Но основное здесь силь. Прямо возле дороги. На тракторе проезжали, остановились, смотрели. Так масло капает, да, у работяги. МТЗ. Вон там вот, а. Там вот получается. Ну да, за эти. Вот за эти березки прихватила. Не сильно далеко. Если попадет, будет видно. Кто найдет, тот и добудет. Да. Тут раньше, да, давнюю на работу, на лошадь, на санях. Пятидесятник до поселка. Ку-ку-ку-ку-ку-ку. Только полозья скрипят. Лошадиные копыта скрипят. Вспомнила, а? Заехал. Сейчас вот знакомая местность должна быть. Оттуда на финишную прямую выйдем. Дорога-то должна быть. А там затыкали. На этот трактор оттуда только приехал по-любому. Бедный же ребенок. Даже косточки не оформились. Вот это головная кость, да? Головная кость. Бедный же ребенок. Ну, вот когда волки на них налетели, на стаю на эту. На стаю на эту, когда налетели. Ну да, вон косточка. Не оформилась даже. Когда на стаю налетели, эта вот кобыла, короче, сделала выкидыш. Они ее сожрали. Это у них, ну это, даже когда самих кобыл не давят, на это время года, тут они делают, оказывается, постоянно так. Делают. Из них вообще огромные. Вот. Видать, скинула же ребенка. И своим поползла. Тут где-то метров 200. Это задавлен. Метров 200. Задавлен. И ребенка это. Там косточки, одни хрящи. Сидит, ждет. Едем дальше. Здесь моя мать родилась. Курбусавский наследник уже проехал. Ну тут на лето приезжают. Здесь поблизости есть поселок Сардах. Оттуда приезжают. В Сардахе тоже полно родственников, но некоторых я не знаю даже. Детей, которые подросли. Вот на этом озере я впервые на воде удержался. Отсюда не вижу, но вот здесь вот должен быть записан имя того, кого чье имя мне дали. Достойные люди были, работящие. Предки наши.
Так, ну ладно, подводим итоги, да? 7 дней проездили. Буран, Сокол. Ну, бензин кончился, и время вылетело. Блин, там два маршрута еще не пробил, не посмотрел. Так-то понаставили. Самоловов, что Капканов, что Петель. Если придут, то должны попасть. Ну, вы же видели, что там они творят. Волки с лошадьми. Кое-как эти последние 2-3 года для лошадей тяжелые зимы были. А тут еще они добавились. Специально пугают, чтобы они скидывали детей. Вот живых вытаскивают, из живота едят. Конечно, волк. Красивый зверь, там, то все, 5-10. Но фашист. Эсэсовец в форме. Красивый же. В своей черной форме. Подтянутый, гладко выбритый. Так же. Ну, ребята там есть. Пацанами знал. Матерые мужики стали. Эти-то спуска не дадут. Молодцы, возьмутся. Че умел, показал, где понаставил, все. Зарисовал, написал, где надо сфотографировал, заснял. Все оставил им. Через недельку, 10 дней поедут проверять. Там, если что, результаты будут, сообщат. Может, скинут. Я им сказал, на телефон снимайте. Так вот. Отработал, короче, по полной. Постарался. Мне еще километров 670 до дома. Пилить. Ладно. Давайте, ребят. Всего вам хорошего. Добра всякого, чтобы все у вас было нормально.